Первая машина с гуманитарной помощью от жителей Чувашии отправилась сегодня в Ростовскую область. В благотворительную акцию включились многие предприятия республики. Они привезли крупы, питьевую воду и товары первой необходимости. Жители вот уже несколько недель несут в волонтерские центры продукты и одежду, которые так нужны на границе. Как говорится, с миру по нитке. 20 тонн. Именно столько Чувашия отправила в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик. Здесь у нас и продукты питания, и предметы первой необходимости, и дезинфицирующие средства. Конечно же, мы знаем, что большое количество среди беженцев – дети, и поэтому есть и памперсы, и предметы первой необходимости. Тысячам беженцев, женщинам, детям и старикам сегодня нужна помощь и поддержка. Многие жители республики проживают боль вместе с ними. Главе Чувашской республики, в Минтруд Чувашской республики поступают обращения от жителей, которые готовы помочь и финансово. Поэтому с сегодняшнего дня Фонд развития Чувашии «Перле» будет организован сбор средств. Сельхозпредприятия Чувашии не остались в стороне и включились в благотворительную акцию. Наши сельхозтоваропроизводители отозвались на это мероприятие. Сегодня мы отправляем первую партию. Это 10 тонн муки и круп, которые были собраны Чувашхлебпродуктом и продовольственным фондом. Это у нас первая партия. В последующем мы еще собираемся несколько партий отправить. Все в одной цепочке – цепочке добра. Последние коробки грузят в машину с надписью «Жителям Донбасса из Чувашии». Через пару дней фура приедет в Ростовскую область. Гордость, что ли, вот везешь гуманитарную помощь, там людям помощь, вот так вот, как-то вот в таком плане. А то, что там дорога дальняя, это уже дело у нас привычки, ничего страшного такого нету. При необходимости жители республики готовы собрать и отправить еще не один десяток машин с гуманитарным грузом. Но есть надежда, что скоро все станет на свои места и такая необходимость отпадет. Екатерина Никитко, Николай Скворцов, Республика.